Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие львы. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 10 по 16 октября. Это будет цыганский пасьянс. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. Также напоминаю о том, что это общий прогноз, поэтому смотрите и по знаку асцендента, и по лунному знаку. И, конечно же, не воспринимайте все буквально, но если есть какие-то совпадения у вас в прогнозах, конечно же, пишите обратную связь в комментариях, насколько отыгрываются данные прогнозы у вас. Мне будет очень интересно прочитать. Итак, давайте-ка смотреть. Львы, события недели для вас с 10 по 16 октября. Так, ну пока что совпадений не вижу, нет. Смотрим дальше. Так, первое совпадение у нас связано либо со свиданием, либо с обручением, либо свадьба, либо есть какие-то договора, объединение чего-то, либо подписываете какой-то договор, либо нашли партнера, партнера по бизнесу, в работе, партнера где-то работаете в паре, допустим, либо в личной жизни какое-то знакомство тоже может быть. Партнерство. Дальше смотрим. Есть внезапная новость. Есть внезапная новость. Дальше. А с чем новость связана? Давайте-ка посмотрим, с чем связана новость. С каким-то мужчиной. Достаточно положительная новость для вас будет. Какое-то письмо, уведомление или приглашение, вполне возможно, для кого-то может быть на свадьбу, для кого-то приглашение на работу, для партнерства какого-то. Ну, приятная новость. Так. Мгм. Так, подарок какой-то. Есть у нас тут подарок. Подарок. Что-то приятное. Сюрпризик какой-то приятный. Либо вам дарят, либо вы кому-то дарите. Так, есть еще какая-то неприятность. Неприятная какая-то. Смотрите, есть какое-то разочарование в чем-то. Может быть, какая-то стрессовая, неприятная ситуация и разочарование в чем-то или в ком-то. Так, а касаемо чего это? Давайте посмотрим. Касаемо чего? Что это? Помните, да? То есть, если какая-то неприятная ситуация совпадает, мы не стрессуем, не переживаем. Мы предупреждены, да? Кто предупрежден, тот вооружен.
Касаемо чего? Окончание. Окончание чего? Окончание какой-то каких-то манипуляций, каких-то хитростей, каких-то продумываний, каких-то, может быть, вы для себя какую-то ситуацию неприятную, вот есть какая-то есть какая-то, от чего-то расстроитесь, может быть, вскроется какой-то обман, может открыться какой-то обман, и вас это может расстроить. Что-то связано, может быть, с работой, либо с человеком, который лукавит, и вы откроете вот этого лицо человека, который обманывает или хитрит в чем-то. Может быть, вот и вы из-за этого можете вот как-то расстроиться немножко. Но я вам должна сказать, вы для себя закроете эту тему. Все. Какую-то тему вы для себя закроете. Так. Есть тут какие-то разговоры, переговоры, либо ситуация, что-то вы знаете, но здесь предупреждение, не рассказывайте никому. Вот что-то вы узнаете, может, то, что вас расстроит, но никому это не рассказывайте. Это, знаете, что-то из той серии «Тише едешь, дальше будешь». Потому что если вы по вот этому совпадению что-то будете говорить, то это без толку будет. Это пустой разговор будет. До человека все равно не дойдет. Дальше. Так. Угу. Ну что, давайте еще смотреть какие-то совпадения. Что у нас тут еще может быть? Угу. Так. Вот у нас есть тут бокальчик еще, да? Смотрите, у нас тут может быть какое-то застолье в начале недели. Чуть ли не с понедельника начиная, самое первое событие. Застолье. Какое-то мероприятие, либо вас кто-то чем-то угостит. Либо, вот, допустим, с алкоголем, либо, может, просто вот чай, кофе и пирожные. Так, дальше. Вот я еще не отметила вот это событие. Так. Ну, проверяем. Опять-таки, если кто-то что-то заметит, вы мне пишите. Что я такая дама, могу что-то и пропустить. Так. Все-таки человеческий фактор еще никто не отменял. Так, гости нету. Угу. И смотрим здесь еще. Нет. Так, ну вроде как больше ничего не вижу. Смотрите, начало недели у вас начинается с какого-то застолья, какого-то мероприятия. С алкоголем, без алкоголя, в любом случае, это все равно какое-то угощение. Дальше идет у нас какой-то договор, объединение, партнерство, либо кто-то сделает вам предложение, либо у кого-то отыграется как свадьба. Вот, кстати, вот застолье, свадьбы, то есть тут тоже может быть. Либо предложение партнерства, либо вы найдете себе какого-то партнера, хоть по бизнесу, по работе, либо с кем-то познакомитесь, может быть такое. Обручение может быть, соглашение какое-то, подписание каких-то документов, внезапная новость, внезапный звонок. Что-то внезапное, новость, звонок, какое-то известие. Может быть какое-то печальное известие. Вот. И могут быть еще известия, что-то вы узнаете, но вполне возможно нужно что-то узнаете, могут быть какие-то выяснения, разъяснения по этому поводу, допустим, по поводу вот этой печальной какой-то новости. Но до человека либо не дойдет, либо может быть просто вот какой-то стрессовая какая-то для вас ситуация, печальная какая-то, что-то неприятное. Есть еще внезапная новость,
Но вот этот вот знак говорит о том, что вполне возможно, никому не рассказывайте то, что вы знаете. Может быть, какая-то такая ситуация. А, Либо так. И в конце недели есть еще подарок. Либо вы сделаете кому-то подарок, либо вам сделают подарок. Либо вот здесь вот застолье и подарок. Может, вы кому-то подарите подарок, либо вам кто-то подарит подарок. Так, либо кто-то позвонит и сделает вам какой-то подарок, какой-то сюрприз может быть у вас в конце недели. Так, ну вот такой для вас прогноз. Дорогие львы, вот это вот что-то мне вот интересно, что это за пустые разговоры. Но это либо вот пустой разговор, либо какой-то будет разговор ни о чем, либо ничего не рассказывать, либо, знаете, растрезвоните всем. То есть как варианта, что это за пустой разговор, что это касаемо чего? Касаемо мужчины. Касаемо мужчины и касаемо какого-то выбора еще. Или дорог, или какой-то поездки, может быть. Так, вот такой прогноз для вас. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока.